Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Якутский фильм «Джулур Масс-рестлинг» занимает первую строчку в стране по средним сборам, а также по среднему количеству зрителей на сеанс за последнюю неделю. Согласно статистике единой автоматизированной информационной системы, за период со 2 по 7 июня фильм обошел все другие фильмы в прокате по стране. Всего якутский фильм показали 596 раз в 98 кинотеатрах. Картина уже собрала в прокате около 3,5 миллионов рублей. О фильме, о российском прокате и развитии якутского кино мы поговорим сегодня с режиссером фильма «Джулур Масс-рестлинг» Валентином Макаровым. Валентин, здравствуйте. Здравствуйте. Восторженные отзывы о фильме высказывают не только якутские зрители, но и в городах, где идут показы. А вы, как режиссер, насколько довольны своей работой? Можно сказать, что доволен, потому что мы приложили все усилия, и времени было достаточно, чтобы как-то качественно все это закончить. И то, что у нас сейчас отметили в кинофестивалях, это очень радует. Мы уже победили в 3 кинофестивалях. Это Алафейская гора, Чебоксарский международный кинофестиваль и еще Ульяновский международный кинофестиваль. В 3 кинофестивалях мы получили 4 награды. Картина снималась довольно долго по меркам якутского кино, в основном из-за пандемии. Как это отразилось на процессе работы, и на результате, соответственно? Можно сказать, что это плюс, потому что у нас было достаточно времени, как я сказал, чтобы как-то доделать все это дело. Но, с одной стороны, затянулось, что я хотел еще над другим фильмом начать работать. Другой фильм пострадал, можно сказать, из-за того, что перенесли время. Ничего страшного, всему в свое время, как говорится. И поэтому я доволен, в принципе, результатом. Кинокритики, когда говорят о якутском кино, часто отмечают талант, командная работа наших кинематографистов. Расскажите о команде, которая работала над фильмом. Команда у нас вообще в Якутии это одна команда, почти что. Все, когда снимаем большое кино, почти все обязательно чем-то, каким-то образом помогают в съемках. Это операторы, художники, сценаристы. Мы вся единая команда. То есть я могу помочь в качестве актера, либо посоветовать по сценарию. И другие же ребята, мои коллеги, тоже также могут мне помочь по сценарию, по монтажу, чем-то посоветовать могут. И поэтому наша команда, вроде бы названия другие, каждый фильм это отдельная компания вроде бы, но все мы одна команда, как говорится. Одни и те же люди, одни и те же люди. А сколько всего человек, если говорить о количестве? Сейчас уже довольно много, чем 5 лет назад. Сейчас где-то человек 50 это точно у нас есть. То есть это не только операторы и актеры, есть и монтажеры, те, кто работает со звуком и с покраской фильма, цветокоррекцией занимаются. И все местные ребята? Да, почти, можно сказать, 99% это местные ребята. Интересно. Удивляет то, что роли в основном исполняли не спортсмены, но выглядело это все очень достоверно. Как подбирали актеров и как готовили их к съемкам? Мы подбирали актеров, которые более-менее имели спортивное телосложение. И мы им дали задание, так как они будут участвовать в большом кино, так как это кино финансировало Министерство культуры Российской Федерации. То есть у нас был бюджет, и мы поставили задачу актерам, чтобы они подготовились заранее, и чтобы к началу съемок они выглядели как я один раз сказал в интервью, как Брюс Ли, чтобы все мышцы были видны, и чтобы зритель поверил, что это настоящий Маджины масс-рестлер. Может быть, привлекали профессионалов в питании, чтобы ребят подготовить? Обязательно, да. Тренеры работали? А кто работал в качестве тренеров? Может быть? Нам помогал Григорий Чемчоев. И это клуб «Кроссфит». И там занимались наши ребята. Гаврил Минкяров, главный герой, занимался. И занимались также Дмитрий Хуитанов и Владимир Михалев. Эти главные наши спортсмены, они постоянно занимались в этом зале. То есть было много тренировок, шла очень плотная подготовка, именно физическая тоже? Да, 3-4 раза в неделю у них было. 3-4 раза в неделю тренировки? И ребята настолько увлеклись, что они до сих пор возвращаются в этот зал и занимаются. Да. Может быть, после съемок кто-то из актеров решил вдруг заняться масс-рестлингом профессионально? Озвучивали такие желания? Я не знаю, это вряд ли, потому что у актеров тоже очень ограниченное время.
у нас постоянные репетиции в театрах, и съемки тоже ну, стабильно идут, и поэтому ребятам некогда заниматься спортом. Ну, если только для себя, может быть. Если да? только для себя, да. Фильм выходил синхронным переводом на русский язык. Удачно ли, на ваш взгляд, все получилось? Ну, не знаю, я еще не смотрел. Хочу, ну, вот собираюсь как раз на днях посмотреть русский дубляж. Говорят, неплохо получилось, но я сам снимал как на якутском, и поэтому я думаю, что мне как-то это будет чуждо, но я постараюсь, чтобы как-то отнестись к этому адекватно. Но вообще дубляж на русском языке, как он влияет на прокат фильма, сказывается ли вообще на российском рынке, если говорить про Россию? Да, есть зрители, которые именно хотят вот русский дубляж, потому что детям иногда вот трудно читать, смотреть фильмы, при этом читать субтитры, и когда вот есть многоголосый перевод, там уже как сидишь расслабленно, отдыхаешь и смотришь фильм. Вот это, конечно, огромный плюс. На ваш взгляд, от каких факторов зависит кассовость фильма и приходится ли идти на какие-то жертвы ради этого? Ну да, жертвы у нас, можно сказать, что мы очень много сцен сократили. У нас фильм получился 2 часа 30 минут. Мы сократили где-то полчаса. Это была, скажем, жертва такая для меня, как и для режиссера. Вот. А кассовость, я не могу сказать. Там нужно угадать, там нужно прочувствовать, и интуиция должна быть у человека. И как-то нужно, после комедии должен выйти драма, после драмы комедия. Как-то нужно вот все переставить грамотно, чтобы народ ходил постоянно. Если мы поставим, допустим, 2 спортивных драмы, то зритель уже будет выбирать, в одну пойду или во вторую пойду. И вот нужно как-то вот прочувствовать зрителя и что он хочет. Ну, если говорить о фильме «Джулур Масс-рестлинг», может быть, раскроете тайну, какие сцены были вырезаны, может быть, о чем и почему не вырезаны. Ну и будет ли режиссерская версия, где зрители смогут увидеть полную версию? Ну да, режиссерская версия, если будет, то это, конечно, зависит от наших продюсеров. Если они посчитают, что этот продюсерский фильм будет настолько же актуальным, как и сам фильм, то, конечно же, будем делать этот режиссерский вариант. Вырезали сцены, которые посчитали более такие, которые не повредят сюжету, скажем так. Были там моменты, где Джулур показывает себя как храброго человека. Он спасал во время пожара коллегу. Вот была такая сцена. Была сцена еще, вот, где основной антагонист Дерек Мартинс побеждал тяжеловеса. Но мы тоже решили убрать, так как фильм получился вот и так длинным, но несмотря на это, люди говорят, что фильм смотрится на одном дыхании. Не знаю, из-за чего так, говорят, что фильм получился. Я очень надеюсь, что это правда. Появилось после выхода фильма в прокат очень много отзывов. В любом случае вы их читаете, знакомитесь с ними. Есть и критика, есть и положительные отзывы. Да. Какие для вас самые ценные? Какие вам помогают в работе? Конечно, приятнее похвала или критика? Что приятнее лучше? Слушать похвалу, конечно же. И 90%, которые мне пишут, говорят, что, конечно, фильм очень такие хороший, сюжет очень быстро развивается, там некогда скучать, спорт, и это все к месту. Но критика, конечно, должна быть. Но я сам знаю, какие недостатки в фильме, и когда мне говорят, я где-то в 90% случаев я сам понимаю, что есть какие-то недостатки, там можно было какие-то кадры добавить, можно было добавить сцену с чем-то, и где-то я все сам понимаю, потому что очень много людей смотрели вместе со мной и до проката, и после проката. Одна из главных задач фильма была привлечь интерес к масс-рестлингу как виду спорта. Что говорят сами спортсмены, тренеры, занимающиеся масс-рестлингом и любители спорта? Да, удивило то, что даже у нас в республике есть люди, которые не очень хорошо знают про этот вид спорта. Я сам удивился, когда вот узнал, услышал, что люди пишут, что мы не знали об этом виде спорта. Хотя у нас в телевидении, везде вот про масс-рестлинг пишут, и в газете, и в телевидении показывают. Но есть люди, оказывается, не знают, которые про масс-рестлинг. Они очень удивились ему. И, как говорится, если даже наш родной гражданин Республики Саха смог полюбить этот вид спорта после просмотра фильма, то заграничные и российские зрители будут, конечно же, знать про масс-рестлинг. Тем более там мы рассказываем и про правила, и про приемы, и
Думаю, к осенью детей в спортзалах будет больше, Будет чем гораздо больше. в Ну прошлом и, может году. быть, и зрителей чемпионата мира по масс-рестлингу, который в Якутске пройдет, тоже станет больше после просмотра фильма. Я потому что очень люди уже надеюсь, узнают. потому что есть люди, которые говорят, мы хотим после этого фильма пойти на чемпионат. Есть, Вот. есть Ну, люди, которые... обратная связь уже такая Да, есть. есть такая вот... Это очень радует. Очень рада. Действительно, вы уже сказали, что есть несколько наград у фильма. В будущем в каких фестивалях планируете участвовать? Ну и вообще, какие планы на будущее? Наши продюсеры говорят, что они очень много продвигают фильм по фестивалям. Я сам даже не знаю, какие еще фестивали меня ждут, но я думаю, фестивалей будет достаточно, потому что сейчас идет такая перезагрузка в российском кинематографе, у нас новые возможности, и поэтому я думаю, что фестивалей у нас будет предостаточно. Вот. И я надеюсь, что и победы это не последние, которые у нас в кармане, как говорится. Ну, если не секрет, какой фильм планируете снимать далее? Может быть, о чем? Раскроете какие-то детали, может быть? Ну, я хочу Планы. что-то новое попробовать. Попробовать себя, допустим, в комедии, либо в жанре про реального человека, что-то в этом роде. Я что-то хочу, что-то новое снять, в отличие от моих первых фильмов. Первый фильм мой называется «Карель. Невидимая красота». Тоже такой очень популярный фильм был в свое время, в 2017 году. И Джулур тоже такими темпами догонит своего, как говорится, брата. Ну, в любом случае, Валентин, желаю вам успехов в дальнейшей работе. Спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. А я напомню, мы говорили с Валентином Макаровым, режиссером фильма «Джулур. Масс-рестлинг». Но это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.